День воздушно-десантных войск или День десантника отмечается в начале последнего месяца лета, а именно 2 августа. В 2020 году ВДВ отмечает свой юбилейный 90-й день рождения. По случаю празднования в городе Цхинвал на Аллее памяти у Вечного огня собрались ветераны и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Юго-Остинский крылатый десант принял поздравления и от верховного главнокомандующего Анатолия Бибилова. Глава государства сам является десантником и в поздравительной речи отметил, что горд этим. Я искренне рад сегодня вас поздравить с нашим юбилеем. Юбилеем войск, которые сегодня являются самым мобильным родом войск. Войска, где носят голубой берет, тельняшку, и войска, которым гордится вся Россия. Я очень рад, что у нас в Рязанском десантном училище учатся наши представители, причем учатся достойно и в плане дисциплин, которые они там проходят, и в плане физической подготовки и дисциплины, и это не может не вызывать гордость. Юго-Остинские ветераны ВДВ являются активными участниками национально-освободительной войны молодого государства от грузинских захватчиков. Многие из них отдали жизни за наших граждан, за независимость и свободу Южной Осетии. Глава государства выразил надежду, что молодое поколение юго-остинских десантников продолжит традиции старшего поколения и будет прославлять страну и веренные им голубые береты. Я хочу сказать огромное спасибо ветеранам за их службу. Именно вы являетесь примером для нашей молодежи. Именно вы являетесь теми людьми, на которых необходимо равняться всей нашей молодежи. Именно вы достойно пронесли службу в ВДВ в разных частях, бригадах и оставили достойный след, еще раз подчеркиваю, как воины осетины, как воины, которые достойно продолжают те традиции, оставленные нашими старшими товарищами. Абона бона хурзахват, алхаптерманут фидор. Амавтеку бакесай, даже вортам асакейло шедис. Ватер са эбатершинат, са фидоршинат, са шестенгасулзене, ама мнал хаптеров та фидорут, ама эрвелас шетембелкенам, ама таю Слава ДВ! Верховный главнокомандующий передал слова поздравления от командующего ВДВ Российской Федерации Андрея Сердюкова и начальника воздушно-десантного училища Алексея Рогозина, а также от их лица вручил ряд наград ветеранам ВДВ и выпускникам Рязанского училища по случаю празднования 90-летия Дня десантника. 90 лет воздушно-десантным войскам. Соткиев Ибрагим Батырович. Глава государства выступил с инициативой наградить юго-остинских десантников в ближайшее время. Крылатый десант также поздравили министр внутренних дел Игорь Нанев и министр обороны республики Ибрагим Гассеев. Каждый год мы отправляем в Академию, в ВДВ наше молодое поколение. Они достойно несут службу. Многие находятся сегодня в строю. И каждым годом десантников все больше и больше у нас. От всей души поздравляю вас с Днем ВДВ. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уважаемые коллеги, товарищи десантники, поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, Днем воздушно-десантных войск. Вы на самом деле являетесь представителями элитных подразделений и являетесь примером для наших будущих поколений. Я вам желаю здоровья, счастья и успехов во всех направлениях, где вы осуществляете свою деятельность. Как дань уважения всем воинам, которые сложили свои головы за независимость и свободу Южной Осетии, состоялась церемония возложения цветов у Вечного огня.
День десантника не является официальным выходным, но голубые береты всегда отмечают свой день с особым размахом. Каждый из них с гордостью и особой теплотой вспоминает службу в рядах ВДВ. Псковская дивизия, 82, 84 году служили, 23 прыжка. 23? Это круто. 6 прыжка, 6 раз маленьких самолетов, анушки. Потом уже и 76, это уже самые большие самолеты. Ну, везде свои традиции. А у вас какие? Ну, вот сейчас соберемся и поедем отмечать дальше. Друг другом еще раз знакомимся. И спрашиваем друг друга, кто в каком году служил, вспоминаем своих командиров. Есть что вспомнить. Да, у меня командиром дивизии лично был генерал Шпак, потом стал командующим ВДВ всего Советского Союза. Да, он у меня был командиром дивизии. На этом празднование Дня десантника не закончилось. Состоялся автопробег. Весь день голубые береты поздравляли друг друга. Эльвира Дебилова, Александр Кокоев, Оксана Таттаева. Специально для программы «Неделя».